Стартует у нас пятый забег у женщин, четвертьфинал. Номер третий Татьяна Алешина, Тюменская область. Номер 8 Ольга Царева, Республика Коми. Номер 13 Анастасия Власова, Республика Коми. Номер 18 Кристина Майокина, Магаданская область. Номер 23 Анна Павалеева, Ханты-Мансийский автономный округ. И номер 28 Алена Перевозчикова, Ханты-Мансийский автономный округ. Две девушки из Республики Коми, единственные, кто из хозяек чемпионата прошли финальный этап, прошли в четвертьфинал, выступают вот в пятом заключительном забеге у женщин. Смотрим, стартовал у нас забег. Номер 8 Ольга Царева, наверное, на нее пристальное внимание должно быть у местной публики. Трибун у нас действительно сегодня очень много людей собралось. Все ждут, наверное, медали от хозяек. Ну, давайте смотреть, здесь пятый забег, серьезные довольно конкурентки у девчонок из Республики Коми, из города Сыктывкара. Конечно же, это и Татьяна Алешина, здесь третий номер, третий сфинишировала в прологе, да, вот чуть-чуть буквально уступила Наталье Непряевой и Наталье Матвеевой, двум лидерам женских лыж, двум сильнейшим спортсменкам в спринтерском забеге сегодня. Напомню, у нас Юлия Белорукова, еще один сильнейший спринтер из Республики Коми, не участвует в этой гонке. Так что все надежды, повторюсь, хозяек связаны с Ольгой Царевой, с Анастасией Власовой. Ну, нам сейчас судья-информатор по стадиону представляет уже стартовый забег первый у мужчин. Там довольно интересно, на нем, наверное, мы чуть-чуть попозже поговорим. Видим радостных болельщиков, видят они себя и на табло, наверное. Вот, машут руками. Ну, а тем временем наши спортсменки сейчас на дистанции должны уже пойти в первый такой тяжелый подъем. Довольно у нас тяжелая трасса действительно в Сыктывкаре. Ну, вот здесь они уже на стадионе, мы даже немножко ошиблись, помедлили. Мы видим, как по стадиону пробегает, лидирует Татьяна Алешина, за ней номер 13 Анастасия Власова. Ну, довольно все равно плотная группа идут спортсменки. Их ожидает сейчас еще один длинный спуск и один крутой подъем после выхода со стадиона. Чуть-чуть у нас отстает номер 23 Анна Павалеева, Ханты-Мансийский автономный округ. Видно, что дается дистанция тяжело Анне. Ну, наверное, все-таки есть возможность силы-то все выплеснуть на финишную прямую. Тренеры подсказывают, помогают девчонкам. Номер 13 Анастасия Власова не отпускает Алешину от себя. И думаю, что таким дуэтом они сейчас, да, создали небольшой задел на этом спуске. Сейчас прямая возле биатлонного стрельбища, которое у нас в Республике Коми одно из двух. Самое центральное. Здесь регулярно проводится чемпионат первенства Северо-Западного федерального округа. Ну, я думаю, довольно тяжело будет группе преследователей догнать Алешину и Власову. Разве что на финишном подъеме, да на финишной прямой. Ну, вот как раз показывают нам операторы финишный подъем, решающий подъем. Поднимается с него первая Алешина, представитель Тюменской области, Власова за ней. Довольно можно и события не форсировать Анастасии Власовой. Достаточно быть в числе первых двух, чтобы пройти в полуфинальный забег. А там уже можно будет уже показать себя во всей красе. Ну, нет тут, конечно, такой сейчас интриги на финише. Уверена, Татьяна Алешина финиширует первой. Довольно легко, спокойно и без видимой борьбы. Ну и за ней Анастасия Власова, номер 13. Ну и дальше уже плотная группа спортсменов, в которой Ольга Царева. Так что можно поздравить. Хотя бы один спортсмен из Республики Коми, это Ольга Царева, в число полуфиналисток вошла. Попадет ли, Анастасия Власова в число полуфиналисток вошла, попадет ли Ольга Царева, зависит от ее минут, от ее секунд, показанных на дистанции. Положа руку на сердце, шансов, наверное, маловато. Довольно быстрый был второй забег у девушек. Ну, мы сейчас ждем итоговые протоколы, итоговый состав полуфиналов. Принесут, нам объявят. Ну и вы тоже, дорогие телезрители, дорогие наши слушатели, все это непременно узнаете. Ну, а мы готовимся потихоньку к первому забегу четвертьфинальному мужчин. 3 минуты до него остается.
в первом забеге у мужчин, которые уже анонсировали, бегут Сергей Устюгов, Ханты-Мансийский автономный округ, номер 1. Лучшее время у Сергея в прологе. Иван Якумушкин, номер 10, Тюменская область. Номер 11, Волжинцев Станислав, Республика Коми. Номер 20, Максим Валикжанин, Удмуртская республика. Номер 21, Артем Мальцев, Нижегородская область. И номер 30, Андрей Парфенов, Тюменская область. Вот у нас и судья-информатор по стадиону представляет спортсменов. Одобрительным гулом встречают лидеров лыжных гонок России, наши болельщики. Сейчас будет Андрей Парфенов представить. Ну, да, Андрей не станет так тепло приветствовать. Андрей у нас спортсмен, защищающий цвета Тюменской области, но родом сам из Троицко-Печорска, из Республики Коми. Выступал и за Республику Коми, но много-много лет назад ушел защищать уже цвета другого региона. Ну, здесь все внимание, наверное, на Сергея Устюгова, номер 1. Человек, который волей судьбы только не попал на Олимпийские игры, приложил для этого все усилия, но, конечно же, сами мы знаем эту историю. Не удалось, так сказать, защитить права спортсмена, и из-за решения антидопинговых агентств абсолютно чистый Сергей, который нигде никогда не был замечен в применении каких-то запрещенных веществ, был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане. Ну, сейчас смотрим, стартовал мужской забег. Сергей Устюгов сразу включается. Здесь не дают ему выйти на лидирующие позиции. Вот Андрей Парфенов как раз перед Сергеем выходил. Ну, сейчас уже Устюгов получил пространство, получил возможность выйти по прямой и уже вошел в число лидеров этой гонки. Андрей Парфенов, 30-й номер, буквально был на краешке попадания в решающий забег, но все-таки смог войти в число 30 лучших и сейчас борется за выход в полуфинал. За Андрея, знаем, болеет и жена, и вся семья здесь у Андрея на трибунах. Все поддерживают. Довольно такая теплая обстановка в Сыктывкаре для спортсмена из Тюменской области регулярно. Ну, мы здесь смотрим уже на первом таком глобальном подъеме. Убегают спортсмены в небольшой отрыв. Это как раз вот Сергей Устюгов, да. Один из сильнейших, если не сильнейший гонщик, лыжник в Российской Федерации. Тепло очень встречали его трибуны на прологе, буквально овациями встретили. Но я думаю, вот сейчас мы слышим, да, как одобрительно они поддерживают Сергея. Действительно, Сергей Устюгов – это любимчик публики. В каком бы городе ни выступал, наверное, легенда, кумир современных отечественных лыжных гонок. Ну, здесь за Сергеем устроился Андрей Парфенов. И с Сергеем Эдин чуть-чуть скорость сбросил, дал возможность подтянуться спортсменам, следующим за ним. Ну, в принципе, четвертьфинал, события, наверное, форсировать тоже никто не хочет. Выкладываться, еще впереди 2 гонки. У Сергея Устюгова мы уверены, что точно впереди 2. Посмотрим, кто составит ему компанию в полуфинале из этого четвертьфинального забега. Пока что вторым идет Андрей Парфенов. Здесь вот один из решающих подъемов. Смотрим, кто же первым будет. Ну да, здесь Сергей Устюгов, ожидаемо. А вот здесь за второе место идет борьба. Ну, Андрей Парфенов пока уверен идет вторым, но сейчас финишная прямая. Посмотрим, что здесь же на ней будет. Мы здесь видим одинокий, гордый старт Сергея Устюгова. А вот Андрей Парфенов, ему навязывают борьбу. Конечно, да, сейчас лидера показывают, разножечка, все легко, все красиво, но где же борьба за второе место? И вот здесь, к сожалению, не увидели мы, да, кто же стал вторым. Ну, боюсь предположить, все-таки, точнее предположить, что это Андрей Парфенов. Должен был бы стать вторым. Но соревновался с ним Максим Валикжанин из Удмуртской республики, тоже титулованнейший, известнейший спортсмен. Давайте дождемся все-таки итоговых результатов.
покажет, да. Должны показать в ближайшее время. Борьба между Максимом Валежаниным и Андреем Парфеновым на финальных метрах все-таки развернулась нешуточная. Ждем секунд. У нас, к сожалению, пока протоколы не приносят четвертьфиналов. Только после окончания всех забегов получим в свое распоряжение четвертьфинальные протоколы. Ну и сразу же списки всех полуфиналов, как у женщин, так и у мужчин. Довольно ясная была погода в Сыктывкаре буквально 40 минут назад, но вот сейчас мы видим, идет снег, усилился ветер, и спортсмены борются не только с соперниками, не только с собой, но и с погодными условиями. Хотя, конечно, во время пролога все было идеально. И солнышко, и ветер был теплым, приятным. Сейчас пока подводятся итоги, определяются итоговые секунды первого четвертьфинального забега. Готовится вот уже второй четвертьфинальный забег. Андрей Краснов, номер 4, Санкт-Петербург. Андрей Мельниченко, Красноярский край. Андрей Некрасов, номер 14, Республика Коми. Номер 17, Артур Петров, Ханты-Мансийский автономный округ. Номер 24, Никита Ступак, Московская область. И номер 27, Андрей Собакарев, Новосибирская область. Вот еще один, да, спортсмен из Республики Коми, Андрей Некрасов. Я так понимаю, Станислав Волженцев в предыдущем забеге не смог попасть, наверное, даже в тройку. А вот здесь есть надежда на Андрея Некрасова, номер 14. И его стартовал у нас второй забег четвертьфинальный у мужчин. Как раз Андрей Некрасов на удобной позиции был в центре стартового створа, позиция, которая позволяет ему выйти сразу же с первых метров в число лидеров. Ну, мы здесь видим, неплохо так подтягивается Никита Ступак, Московская область, 24 номер стартовый. Опять же, если вспоминать Юлию Белорукову, наверняка сейчас где-то на стадионе переживает за своего молодого человека, наша двукратная бронзовая олимпийская призерка игр Пхенчхане. Так что пожелаем Никите, наверное, удачи. Но мы, как представители хозяев, переживаем прежде всего, конечно, за Андрея Некрасова. Сейчас пока Андрей в числе лидеров на первой позиции идет. Но здесь идет такой долгий подъем, такой тягун. И после чего будет выход на стадион. Здесь там будет промежуточная отсечка, по которой можно будет рассудить, у кого появляется преимущество. Мы видим, между первым спортсменом и между группой преследователей появился небольшой отрыв, метра, наверное, 4-5. Конечно, преимущество, которое нивелируется довольно быстро, но все-таки приятно, да, приятно видеть, что это преимущество есть у спортсмена из Республики Коми. Вот, да, вот одобрительно встречают трибуну Андрея Некрасова, бежит он к первому месту в своем забеге. Ну, напоминаю, что только первые две позиции дают возможность напрямую пройти в полуфинал и не беспокоиться о судьбе своей по итогам показанного времени. То есть можно финишировать вообще в абсолютно медленном забеге, главное быть первым или вторым. Но если забег будет медленный, то, конечно же, третье место окажется не удел. Но видим, что подтянулась вот группа на этом подъемчике к Андрею. Может быть, и силы начинают сдавать молодого спортсмена. Может быть, и сам решил не бежать, сломя голову, и решить судьбу путевки в полуфинал на финишных метрах. Ну вот мы видим, Андрей Некрасов оттягивается же на второе место, и там уже довольно близко и третья позиция была. Сейчас отсюда, конечно, не видно, кто смог опередить Некрасова. Но вот сейчас вот решающий подъем, на котором много зависит, там на финишной прямой не такая длинная, не такая удобная. Вот четвертый номер все-таки нет. Андрей Краснов, Андрей Краснов, Санкт-Петербург идет на первом месте. А здесь уже и 7-й, и 27-й номера Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев. Да, опередили Некрасова. Здание рассилы у молодого спортсмена. Вот четвертый номер на финише, 4-й и 27-й. Да, довольно спокойно финиширует, и номер 7 идет дальше. Соответственно, Андрей Краснов и Андрей Собакарев
проходит напрямую в полуфинальный забег. Ну и от номера 7 Андрея Мельниченко, представителя Красноярского края. Андрей Мельниченко будет ждать непосредственно итоги других четвертьфинальных забегов, чтобы понять, прошел ли он в полуфинал. Да, Андрей Некрасов, Республика Коми, к сожалению, за чертой полуфинала остается. Ну и так, если посмотреть по спискам, то у Республики Коми остается только один представитель мужской сетки. Это Ермил Вокуев, 3-й номер. Мы его в 5-м квалификационном забеге четвертьфинала увидим с вами. В 3-м забеге, который стартует через считанные минуты, у нас бегут 5-й номер Владимир Солодовник, Ханты-Мансийский автономный округ. Глеб Ретивых, номер 6, Тюменская область. Алексей Петухов, внимание, номер 15, Москва. Владислав Азанов, Удмуртская республика, номер 16. Кирилл Вичужанин, Удмуртия, 25 номер. И Андрей Власов, Сахалинская область, 26 стартовый номер у него. Здесь, наверное, все внимание любителей лыжных гонок должно быть привязано и к лидерам, да, и Глебу Ретивых, и к Владимиру Солодовнику, ну и, конечно же, к Алексею Петухову, представляющему Москву. Довольно известный спортсмен, призер чемпионатов мира. Я думаю, что Сыктывкар для него не чужой. Неоднократно Алексей Петухов выступал в нашем городе, в столице Республики Коми. Неоднократно завоевывал призовые места и на чемпионатах России, и на Кубке выступал несколько раз. Так что, я думаю, дистанция ему знакома. Должен проходить полуфинальный этап. Не знаю, конечно, в какой форме Алексей сейчас находится. Но, я думаю, является в любом случае, в какой бы ни был форме, одним из фаворитов нашего спринтерского забега. Готовится все к старту. Заслуженный мастер спорта, да, кстати, вот Алексей Петухов. Бронзовый призер игр в Ванкувере в командном спринте в 2010 году и чемпион мира 2013 года в итальянском Валь ди Фиеме. Он готовится у нас сейчас к старту спортсменам. Но мы сейчас пока скажем, наверное, состав полуфинальных забегов. Это в женском части. Это Непряева, Давыденкова, Некрасова, Шаповала, Дубатолкина, Рябова. И во втором полуфинале будут Матвеева, Алешина, Репница, Соболева, Власова и Медведева. Ну, мы к полуфинальным забегам у женщин придем, конечно, чуть попозже, накануне их. Но если кто-то интересовался, если кто-то искал список полуфиналов, то вот, пожалуйста, мы огласили его. Ну и сразу возвращаемся к мужскому четвертьфиналу. Здесь у нас все готово к старту третьего забега. Вот в центре стартового створа Глеб Ретивых, 6-й номер, ну и Алексей Петухов, 15-й. Наверное, между этой парой пойдет борьба. Ну, конечно, и других лыжников нельзя со счетов списывать. Я думаю, что представители регионов, которые они представляют сейчас у экранов телевизоров, у экранов компьютеров, и могут не согласиться и считать, что именно их спортсмен должен здесь показать себя во всей красе. Увидим. Стартовал у нас забег. Стартовал. Вот как раз Алексей Петухов. Очень удобная позиция, опять же. Стартовая, центральная. Позволяет она ему выйти на первое место. Но мы видели в предыдущем забеге, как Андрей Некрасов из Республики Коми воспользовался такой же удобной позицией и долгое время шел в лидерах. И при выходе на стадион тоже был в лидерах, но под конец сил не хватило спортсмену молодому. Не удалось, наверное, грамотно разложить их по дистанции. Ну и более опытные спортсмены смогли Некрасова опередить. Ну, здесь, конечно, если говорить об опыте, то, конечно, Алексею Петухову в опыте не занимать. Это, наверное, уже какая там по счету 100-я гонка в исполнении спортсмена. Так что я думаю, уж кто-кто, Алексей Петухов знает, как разложить свои силы по дистанции. Знает стадион Сыктывкара, знает, где лучше ускориться, где добавить, где, может быть, чуть-чуть есть возможность отдохнуть. Так что тут все еще, вся борьба еще впереди. Да. Ну, мы видим непосредственно впереди, насколько я вижу отсюда, номер 16 пока. Да, это номер 16 Владислав Азанов,
представитель Республики Удмуртия, захватывает лидерство на стадионе. Ну и болельщики одобрительно, опять же, встречают лыжников. Не знаю, честно, кого сейчас поддерживают трибуны. Ну, я думаю, трибуны здесь просто за красивую гонку, за красивую борьбу. Здесь, конечно, о борьбе сейчас рано говорить. По-моему, все забеги были вот на этом участке довольно плотными. Не было ни у кого отрыва. Судьбы всех забегов решаются у нас сегодня на финишном подъеме и на финишной прямой. Но на финишной прямой пока таких острых дуэлей не было, если быть откровенным, да, в основном решает все финишный подъем. И вот эта вот прямая, кстати, да, вот эта прямая, на которой можно отыграть и, наоборот, привести довольно хороший просвет, небольшие преимущества. Здесь упал один из спортсменов, и уже 5 человек только борются за 2 путевки. Но, к сожалению, не видим отсюда, кто это был. Увидим, наверное, уже по итогам забега на финишном участке, финишном створе. А вот здесь лидирует 6-й номер Глеб Ретивых, за ним Кирилл Вичужанин из Удмуртии, представитель Тюмени и Удмуртии соревнуется. А упал-то как раз Алексей Петухов, вот так вот. Да, не совсем удачно для призера Олимпийских игр сложилась дистанция, а вот здесь 6-й и 25-й номер все-таки, по-моему, вторым стал. То есть Глеб Ретивых проходит уверенно первым, Кирилл Вичужанин, если мне зрение не изменяет, стал вторым. Да, 25-й номер. Ну и Алексей Петухов, да, к сожалению, опытнейший спортсмен, упал на дистанции перед самым решающим финишным подъемом. Да, полуфинал без Алексея Петухова — это, если сказать, не полуфинал, но все-таки лишается наш забег опытнейшего, титулованнейшего спортсмена, мастера спринтерских гонок. Ну, вот это судьба, это лыжные гонки, все возможно на каждом участке. Ждем, конечно, сейчас итоговых результатов. Но можно поздравить в любом случае Глеба Ретивых, Кирилла Вичужанина с выходом в полуфинал. Ну, а в 4-м забеге тоже есть свои титулованные мастера лыжных гонок. Безусловно, это Александр Большунов, номер 2 Тюменская область, номер 9 Антон Гафаров, Ханты-Мансийский округ, номер 12 Андрей Нищаков, Санкт-Петербург, номер 19 Николай Марилов, Тюменская область, номер 22 Владимир Каркин, Сахалинская область, и номер 29 Иван Кириллов, город Москва. Ну, здесь понятное дело, что все внимание будет приковано к Александру Большунову, представителю Тюменской области, участнику и призеру игр в Пхенчхане, которые прошли совсем недавно в Южной Корее. Все мы болели за Александра. И три медали Александр привез с этих соревнований. Влюбил в себя всю страну, влюбил в себя всю сыктывкарскую публику. Здесь вчера проходило церемония открытия чемпионата России. Александр только появился, окружили его волонтеры, прямо не давали проходу. Заставили фотографироваться во всех ракурсах. Мне кажется, для Александра Большунова вот сегодняшний четвертьфинальный забег будет менее трудоемким, чем вчерашняя церемония открытия этого чемпионата, потому что просто это масса эмоций. Вот слышим, как приветствуют Александра наши трибуны. Антон Гафаров, да, тоже опытнейший мастер, тоже участник Олимпийских игр, правда, 2014 года, и чемпион России в 2015 году, и в 2017 году в командном спринте, и победитель Всемирной универсиады 2015 года. Так что тоже будет борьба. Не дадут Александру Большунову просто так выйти в полуфинал. Более чем уверен в этом. Так что все внимание на экран, дорогие друзья. Ждем, сейчас стартует. Повторюсь, номер 2 у нас Александр Большунов. И ожидаем увидеть его, наверное, все-таки в числе первых 2 спортсменов на финише. Стартовал 4-й четвертьфинал у мужчин. Александр тоже довольно резво начинает. Здесь вот еще и, да, 9-й номер Гафаров рядом с ним. Вот эта пара, которая
считается одним из фаворитов. Ну, я думаю, что все ребята очень опытные и не дадут просто так пробежать дистанцию уверенно, создадут трудности. Смотрим. Вот сейчас первый подъемчик, и уже на спуске наши спортсмены. Сейчас судья-информатор пока представляет следующий квалификационный забег. Здесь пока все внимание у нас на нашем экране, на 4-м забеге. Очередной подъем, довольно тяжелый, ну и самый интересный, на мой взгляд, равно как и финальный, как и финишный. Лидирует, да, здесь Александр Большунов, рядом с ним 19 номер Николай Марилов, Тюменская область. Оба спортсмена из Тюменской области. Не секрет, что на чемпионате России есть еще и командный зачет, и поддержать своих земляков – это вдвойне приятно. Я думаю, что Марилов и Большунов приложат все усилия, чтобы вдвоем все-таки забрать лидирующие позиции в этом забеге, чтобы вдвоем финишировать первыми, не подпустить никого ближе. Здесь на стадионе у нас пробегают спортсмены и уходят на решающие отрезки этой 1,5-километровой дистанции, ну, если быть точнее, 1400 метров. Длина круга в Сыктывкаре на стадионе имени великой Раисы Петровны Сметаниной, 4-кратной олимпийской чемпионки. Здесь длинный спуск, и спортсмены на предпоследней, на участке прямой. Здесь ускорение нужно, если кто-то хочет побороться за победу. Вот здесь от Большунова есть ускорение. Сейчас и на подъем Александр выходит первым. Надо отработать Саше подъем, чтобы обеспечить себе комфортные условия на финишной прямой. Там разогнаться уже не дадут. Там разогнаться в принципе-то особо и негде. Там только борьба, наверное, будет за второе место. Видим, Александр уверенно поднимается в подъем, уверенно лидирует. Но здесь на пятки буквально наступает ему и 9-й номер, и Антон Гафаров, и 19-й номер Николай Марилов. Ну, между ними, наверное, будет борьба все-таки за второе место. Но даже вот Гафарова оттесняет на 3-е место. И не дадут ни Большунов, ни Марилов Гафарову пробиться на 2-е место. И вот здесь разножечка. Да, Большунов первый. 19 номер Николай Марилов 2-й и Антон Гафаров 3-й. Остается ждать итогов других забегов, 5-го забега. Ну и, наверное, остается ждать ему, чтобы на табло высветились его итоговые секунды, чтобы посмотреть вообще, стоит ли на что-то рассчитывать, есть ли шанс пройти в полуфинал. Ну и 5-й забег у нас остается у мужчин. В 5-м забеге у нас Еремил Вокуев, номер 3, Республика Коми. Александр Терентьев, Архангельская область, номер 8. Андрей Филин, Красноярский край, номер 13. Павел Викулин, номер 18, Московская область. Максим Ковалев, Брянская область, номер 23. И Евгений Белов, Тюменская область, номер 28. Ну, наверное, для Евгения Белова спринтерская гонка не самая любимая, но я думаю, что тоже опытнейший мастер, титулованный спортсмен должен все-таки побороться и не только за выход в полуфинал, но и за попадание, наверное, в решающий забег. Ну вот, определяет, да, судья-информатор подсказывает, что из первого четвертьфинального забега Иван Якунушкин и Максим Валикжанин вышли в полуфинал. По лучшему времени среди спортсменов, не пробившихся в решающие забеги напрямую. Ну, а у нас сейчас небольшая пауза, и мы в ожидании женского полуфинала, где у нас выступает сейчас. Пробежимся по протоколу и подскажем, кто именно. Значит, у нас получается Наталья Непряева, первый стартовый номер. 14 номер Мария Давыденкова, Полина Некрасова, Евгения Шаповалова.
Наталья. Так, Нина Дубатолкина и Анастасия Ряпова. Вот первый полуфинал у женщин будет сразу после вот пятого забега у мужчин, которые прямо вот считанные секунды до него остаются. Представляет судья-информатор спортсменов. И будет борьба, наверное, между Еремилом Вокуевым, Республика Коми, Андреем Феллером. И, наверное, я все-таки думаю, что Евгений Белов должен включиться в эту борьбу. Навяжет он ее. Но мы, конечно, ждем хороших секунд от Еремила Вокуева. Это единственный оставшийся представитель Республики Коми, кто может еще войти в полуфинал. На старте у нас спортсмены. И вот пятый, последний четвертьфинальный забег у мужчин. Болеет у нас, переживает вся республика за Еремила. Ижемский спортсмен. Долгое время считался одним из самых перспективнейших в России. Ну, наверное, что-то не совсем сложилось в развитии. Немножко остановился. Еремил перестал получать вызовы в сборную России. Но есть для него чемпионат страны как шанс вновь заявить о себе, вновь напомнить тренерскому штабу главной команды, что есть такой спортсмен, что способен он претендовать на самые высокие медали. Еремил у нас и дистанционщик, и спринтер, так что мы ждем его не только в спринтерских гонках, но и в скиатлоне в том же самом, и в эстафетной команде за сборную Республики Коми. Ну, это все потом, а пока смотрим, как Еремил идет на второй позиции. На первом месте идет Павел Викулин, Московская область. Именно Павел выходит первым на стадион, Вокуев за ним. Здесь рядом как раз вот Евгений Белов, 28 номер. Ну, здесь довольно рано, как мы понимаем, еще рассуждать о шансах спортсменов на итоговую победу в этом забеге. Только выходят лыжники на стадионе, делают поворот. Да, вот поддерживают трибуны ижемца. Ну, совсем остаться без спортсменов Республики Коми в полуфинале, наверное, не хотелось бы, да, нашему тренерскому штабу. Знаем, как готовились к этому чемпионату, как долгое время боролись со своими проблемами наши спортсмены. Знали, что будет серьезный десант у других регионов. Вот, как мы видим, приехали почти все олимпийские призеры. Что борьба здесь, конечно, за самые высокие места ожесточенная, упорная. И посмотрим, помогут ли стены дома нашим спортсменам из Республики Коми. Ждут сейчас на большом спуске спортсменов тренеры, представители тренерских бригад. Ну, а здесь уже подъемчик, который отрабатывают. И вот мы здесь Вокуев видим, на первое место вышел. Уверенно довольно так лидирует Еремил. И давай, на финише Еремил должен отработать. И, в принципе, уже ничего не угрожает его первому месту. Оглядывается Вокуев, видит, что далеко до следа второго спортсмена, и довольно спокойно Вокуев финиширует. А вот здесь 28 номер Евгений Белов финиширует вторым, и Александр Терентьев чуть-чуть не хватило сотых доли секунды Александру, чтобы обогнать Белова, но все-таки остался на третьей позиции. Ну, Александру сейчас нужно посмотреть, наверное, на время и посмотреть итоги первого забега, смог ли он опередить хотя бы Ивана Якумушкина из Тюменской области, вычеркнуть его из числа лучших лаки-лузеров. Ну, видим опять наши трибуны. Довольно много болельщиков, да. Суббота, выходной день. Ну, самое время провести этот день на стадионе. Ну, мы видим, да, услышали, как вместе с вами, наверное, что Александр Терентьев остается за бортом полуфинала, и
два спортсмена из первого забега, показавшие лучшее время среди всех, кто не прошел в полуфинал напрямую. Это Иван Якумушкин, Тюменской области, Максим Валикжанин. Именно они и остаются в числе участников полуфинала, ну, с чем можно и поздравить. Да? Первый забег получился действительно самым ярким, самым интересным, ну и самым зрелищным. Ну, здесь выступал Сергей Устюгов, который, наверное, подтянул всех своих соперников за собой, задал темп этой гонки, и благодаря ему, наверное, прежде всего, сразу 4 спортсмена из первого забега оказались в полуфинале. Здесь мы видим, уже определились составы обоих полуфиналов у мужчин, но у нас сейчас на носу все-таки полуфиналы у женщин. Да? В 14:00 ровно стартует первый полуфинал у девушек, не могу сказать слабого пола, а все-таки у прекрасного. Наталья Непряева, Мария Давыденкова, Полина Некрасова, Евгения Шаповалова, Нина Дубатолкина. Ну и да, и Анастасия Рябова. Вот у нас девушки уже занимают свои стартовые места в стартовом створе. И все готово. Все готово к тому, чтобы начался у нас первый полуфинал. Судьи проверяют створки, чтобы не было сбоев в системе, чтобы не было вдруг случайных фальстартов. Ну и такая небольшая тишина, напряжение такое повисло на стадионе. И вот оно разряжается. Побежали девчоночки вперед. Стартовал полуфинал. Пока что впереди 4-й номер Евгения Шаповалова. Ну, здесь, конечно, стартовые метры. Стартовые метры — это не показатели, как мы видим по всем забегам. Довольно неплохой темп с первых минут. И вот сейчас будет подъемчик. Мы помним, в одном из забегов чуть ли не произошел массовый завал на этом спуске, но благо все удержались. Инцидент, говорится, не удался. Прошло мимо все. Здесь вот резкий тоже поворот, на котором тоже нужно проявить чудеса координации, удержаться. Но мы видим, что все-таки было, наверное, падение, потому что отстала одна из спортсменок, если не ошибаюсь, 17 номер Анастасия Рябова из Тюменской области. Да, довольно трудно будет спортсменке догнать убежавших уже соперниц. И, к сожалению, для Тюменской области, для самой Анастасии, наверное, с мечтами выход в финал придется распрощаться. Но можно еще, конечно, догнать, если будет забег не на очень высоких скоростях. Но все-таки это из разряда фантастики. Пока что Нина Дубатолкина, 11 номер представительница Москвы, лидирует. Следом за ней Наталья Непряева. И 14 номер Мария Давыденкова, Республика Татарстан. 4-й номер Евгения Шаповалова сейчас держится чуть подаль, но, в принципе, контролирует ход гонки, темп гонки Евгения, так что я думаю, что еще все впереди для опытнейшей нашей лыжницы, участницы, члена сборной России, неоднократно выступала на международных соревнованиях Евгения. Так что есть у нее опыт, есть у нее понимание, как лучше провести спринтерскую гонку, тем более гонка-то небольшая, 1400 метров, напоминаем. Ну, здесь снова нас показывают радостных болельщиков. Болельщики радостны не только от того, что они на трибунах, но и то, что их показывают. Но вот здесь мы видим длинная прямая, где разгоняются у нас спортсменки и пойдут сейчас на решающий подъем. Но здесь уже Наталья Непряева уже вышла на лидирующую позицию. Я думаю, Наталья никому ее не отдаст. Здесь также нужно пройти в число 2 лучших спортсменок, ну и еще 2 будут определены по итогам времени, то есть лучшие результаты. Вот Непряева уверенно лидирует, следом за ней Давыденкова Мария, номер 14, и
Я честно не вижу, кто может здесь помешать в этом забеге Непряевой уверенно финишировать. В принципе, если так дело пойдет, то и в финале особой конкуренции у Наташи не будет. Ну, здесь вот Непряева уверенно финиширует, а вот здесь, да, здесь надо смотреть, кто стал вторым. То ли это Полина Некрасова, да, то ли это Мария Давыденкова. Я все-таки склоняюсь к Давыденковой, но здесь фотофиниша нам, к сожалению, не предоставляют. Думаю, судьи разберутся. В любом случае, у обеих спортсменок, даже не у того, чтобы у обеих, у той, кто не смогла пройти в число двух лучших, есть шанс еще по результатам отобраться. Готовится у нас сейчас второй полуфинальный забег у женщин. Там у нас выступает Наталья Матвеева, город Москва. Второй стартовый номер. Третий стартовый номер Татьяна Алешина, Тюменская область. Шестой стартовый номер Ольга Репницына, Тюменская область. Девятый стартовый номер Елена Соболева, Новосибирская область. 13-й Анастасия Власова, Республика Коми. И 24-й стартовый номер Анна Медведева, представляющая Свердловскую область. 14 часов 6 минут по московскому времени. Стартует второй полуфинал. Ну и дальше уже дело будет за мужчинами. Сейчас подводятся итоги первого полуфинала женского, готовится участница второго. Мы видим, что погода улучшилась, прошел снег, так что бежать все-таки одно удовольствие для спортсменок. Ну, вот здесь мы видим и слышим, да, приветствует Анастасию Власову из Республики Коми, единственную лыжницу, представляющую хозяев соревнований, которая может принести в женской части хозяевам, соответственно же, медали. Но будет очень тяжело. Во-первых, тяжело будет пробиться в финал, а во-вторых, в финале, если получится, будет еще тяжелее. Ну, давайте смотреть. Здесь у нас сразу же третий номер старта Татьяна Алешина врывается в лидеры. Ну и Наталья Матвеева, представительница Москвы. Ну и вот здесь вот Власова рядом с ней на третьей промежуточной позиции. Надо держаться, наверное, дуэт Матвеева-Алешина. В паре, в принципе, обе сильные спортсменки отработают. И не надо опускать никого, ни на четвертую, ни на пятую позицию была Анастасия. Я думаю, что с четвертого, с пятого места будет довольно тяжело уцепиться за лидерами. Давайте сейчас увидим, что будет после этого поворота. И здесь на подъеме бы неплохо поработать Анастасии. Вот здесь вот именно, да. Но мы пока видим, как неплохо работают лидеры, как неплохо ускоряются и Алешина, и Матвеева. Две спортсменки, настоящие фавориты этого забега. Я думаю, что вперед себя они не пропустят никого. Здесь мы видим 9-й номер Елена Соболева активизируется, буквально вгрызается в спину Матвеевой. Ну и за ней прямо 24-й номер Медведева. Анна Медведева, Свердловская область. Анастасия Власова пока 5-я. Здесь на стадионе появляются девушки. Пока что лидирует Алешина Татьяна, представительница Тюменской области. Ну, как вы видели уже, как уже, наверное, помогли изучить нашу дистанцию, здесь после выхода на стадион будет длинный-длинный спуск, переходящий в длинную прямую и с резким поворотом и подъемом. Так что вот именно вот уже на спуске и на прямой нужно решать судьбу путевок лидерам. Ну и нашей спортсменке Власовой Анастасии тоже нужно прибавлять вот здесь на подъемчике, если она
планирует все-таки побороться за путевку в полуфинал. Ну вот он у нас спуск. Здесь вот чуть не упала кто-то из спортсменок. По-моему, это была все-таки 9-й номер Ирина Соболева. Но удержалась, проявила все-таки чудеса координации. И вот здесь напрямую, да, здесь нужно действительно отрабатывать по полной. Дальше шанса опередить соперников, может быть, и не будет больше. Нужно каждый участок сейчас проходить внимательно в борьбе. Ну, как лидировала пара Алешина-Матвеева, так она, собственно говоря, и продолжает именно в таком же порядке. Уверенно идти к финишу. Здесь вот Елена Соболева продолжает навязывать, показывать, по крайней мере, видимость борьбы. Но вот Соболева вот ускоряется, и будет все-таки борьба за вторую хотя бы позицию, да? Или не будет? Нет, все-таки не дает Матвеева Соболеву приблизиться, и Матвеева с Алешиной должны сейчас финишировать. И финишировали все-таки именно в таком порядке. Первая, вторая, и Алина Соболева третья. И будем смотреть по результатам. Лучше, будет ли у нее время лучше, чем в первом полуфинальном забеге, сможет ли она пройти в решающий забег у женщин. Но можно поздравить Татьяну Алешину, Наталью Матвееву с выходом в финальный забег. В общем, как мы прогнозировали, так оно все и произошло. Тут, говорится, гадалки не ходи. Ну и сейчас готовится у нас первый полуфинальный забег у мужчин. Здесь компания тоже солидная подобралась. Стартовый номер 1 у Сергея Устюгова. Номер 6 Глеб Ретивых. Номер 27 Андрей Собакарев. Номер 4 Андрей Краснов. 30 номер Андрей Парфенов. И 10 номер Иван Якумушкин, Тюменская область. Сразу 3 спортсмена из Тюмени. Это Ретивых, Парфенов, Якимушкин. Сразу 3 человека. И борьба, я думаю, будет нешуточная. Все-таки, повторюсь, командный зачет. Хотя, понятное дело, что о командном зачете сейчас мало кто думает. Но я не удивлюсь, если все-таки командную тактику спортсмены применят. Ну, тем более противостоять им будет Сергей Устюгов, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, один из главных конкурентов, между прочим, в командном зачете. Ну вот мы прослушали судью информатора, и получается, что в финал у женщин вышли Наталья Непряева, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Татьяна Алешина, Евгения Соболева и Ольга Репницына. Сразу 4 спортсменки из второго полуфинала у женщин вышли в финальный забег. Если не ошибаюсь, если я правильно расслышал судью информатора. Мы ждем все-таки стартовый протокол финального забега у женщин. Ну а пока все внимание первому полуфиналу у мужчин. Сергей Устюгов против команды Тюменской области. Конечно, не стоит сбраться со счетов и Андрея Краснова Санкт-Петербурга, и Андрея Собакарева Новосибирской области. Но я думаю, вся борьба развернется между Устюговым и Тюменской областью. Вот сейчас спортсмены занимают свои места. Ну, вы слышали, как приветствовали Сергея Устюгова, да, как тепло его встречают. Ну и остальных спортсменов все-таки меньше им достается оваций, меньше зрительского внимания. Ну, мало кого этим удивить. Сергея любят все. Я думаю, даже операторы, которые на трассе находятся, все внимание уделяют больше именно Сергею. Ну и именно Устюгов вот с первых же метров уверен, так легко занимает первую позицию. Рядом с ним 10-й номер Иван Якимушкин. Решил Якимушкин дать бой Устюгову уже на первых метрах. Говорит, что не просто так тебе дадим идти к финишу, будем соревноваться.
И Кимушкин на этом повороте выходит на первое место. Ну, вот сейчас, да, вот здесь на первом месте Якимушкин, Устюгов второе. Вот Сергею это не нужно второе место здесь. В противном случае могут буквально зажать его в тиски соперники. И здесь нужно в подъем идти. Да. Здесь вот на третьем месте пока Устюгов, но здесь, конечно, выходит уверенно на вторую, опережает Глеба Ретивых из Тюменской области. И здесь же уже опережает Якимушкина, да. Выходит на чистое первое место на глазах у всей публики. И я думаю, сейчас, когда ближе к трибунам появятся спортсмены, вот будет то, что вы сейчас слышите. Здесь Сергей передохнул чуть-чуть на этом повороте, не стал ускоряться и позволил все-таки чуть-чуть приблизиться к себе тому же Якимушкину. Преследует нашего прославленного спортсмена Иван Якимушкин. К сожалению, не нашего, а из Ханты-Мансийского автономного округа, но наш, поскольку российский. Идет здесь такая напряженная борьба за первое и второе место. Андрей Парфенов, мы видим, с 5-го места на 4-е переходит. Это опасно, может быть, для лидирующей тройки. Андрей Парфенов, известный финишер. И, помню, выдавал такие финиши, отыгрывал не просто там 2-3 позиции, но и все 5. Так что Андрея со счетов списывать-то явно никто не должен. Парфенов на родной земле, напоминаю, что родом он из Троицко-Печорска, и на родной земле он может вполне показать, на что способен. И здесь вот идет у нас решающий подъем. Здесь Сергей Устюгов уверенно идет первым, Якимушкин второй и 6-й номер Глеб Ретивых. 27-й на Ретивых Собакарев наезжает уже. И очень интересный финиш-то сейчас будет. Очень интересный. Вот, конечно, бы с другой камеры бы посмотреть, но и здесь тоже все интересно было. И я думаю, что Сергей Устюгов на той скорости, на которой он финишировал, довольно уверенно проходит в финальный забег. Вот. Ну и Иван Якимушкин, думаю, вторым все-таки стал. Ну, вот судья информатора наши предположения с вами, дорогие болельщики, подтверждает. Иван Якимушкин второй, Сергей Устюгов первый. Ну, значит, будет интересно. Борьба между ними продолжится и в финале. Напоминаю, что пара Устюгов-Якимушкин была и в первом четвертьфинале, и в первом полуфинале. Ну вот и в финале продолжит выяснять отношения между собой. Оба раза победил Устюгов. Ну и второй полуфинальный забег у мужчин. Здесь у нас Александр Большунов, второй номер Тюменская область. Третий номер Ермил Вокоев, Республика Коми. 19-й номер Николай Марилов, Тюменская область. 25-й номер Кирилл Вичужанин, Удмуртская республика. 28-й номер Евгений Белов, Тюменская область. И 20-й номер Максим Валикжанин, Удмуртия. Тоже прекраснейший забег. Я думаю, даже если так посудить по силам, то второй полуфинал чуть-чуть посильнее, чем первый. Но я думаю, что здесь Ермилу Вокоеву из Республики Коми будет очень тяжело пройти финал. Здесь все-таки и Большунов, и Марилов, и Белов, и Валикжанин, да и Вичужанина тоже со счетов никто не сбрасывал. Да, здесь, пожалуй, компания подобралась серьезнее, чем в первом полуфинале. И время здесь нужно показывать очень хорошее всей бригаде, чтобы как лаки-лузеры проходить по времени именно, да. Первый забег не порадовал, как по мне, скоростью, да, там Устюгов, если в первом четвертьфинале разгонял свой забег, то здесь уже сумел попридержать местами, отдохнуть, взять паузу. Так что здесь от втором полуфинале многое зависит. То есть, может быть, даже сразу 4 спортсмена окажутся в финале из данного забега. Ну, конечно, поживем, увидим. Хотелось бы, конечно, чтобы в финал прошел Ермил. Ну, вот здесь слышим Александра Большунова. Приветствует публика. Вокоева даже еще больше, но все-таки свой спортсмен. Ну, если судить по порции аплодисментов, то в забеге победил Ермил Вокоев. Вторым стал Александр Большунов.
к сожалению, не все определяют зрительские аплодисменты. Иногда что-то еще и от лыжников зависит. Здесь небольшой фальстарт. Фальстарт. Второй номер и 19-й. Это Большунов и Марилов. Да? Сейчас поправят судьи створки, чтобы была возможность еще раз провести старт. Но старт пройдет без Большунова. Александра, видите, из-за фальстарта дисквалифицирован. Сняли его судьи с полуфинала. Да, вот это поворот. Я вот специально взял паузу, чтобы прослушать судью-информатора. Это Александр Большунов, триумфатор Олимпийских игр. 3 медали завоевал Александр в играх в Пхенчхане, но останется точно даже без финала спринтерского забега чемпионата России. Ну что, Ермил, для тебя есть шанс. Я думаю, что так бы Большунов уверенно бы мог этот забег выиграть, а вот здесь уже силы примерно равны у всех 5 спортсменов. Ну, конечно же, теряет красоту и этот полуфинал, я думаю, и финал потерял в любом случае с дисквалификацией Александра Большунова. Но это показывает и лишний раз доказывает, что даже такие прекрасные спортсмены, любимцы публики, триумфаторы Олимпийских игр могут совершать такие детские ошибки на старте. Ну, я надеюсь, что Александр эту свою ошибку довольно быстро переживет, придет в себя, и мы его увидим еще не на одной дистанции наших соревнований, в том числе и на командном спринте, и на эстафете. Так, ну, а если возвращаться к забегу, мы видим, что здесь 20-й номер Максим Валикжанин идет на первой позиции, второй идет Еремил Вокуев, далее за ним Николай Марилов, 19-й номер Тюменская область. Такой вот троица выбегает спортсмены на стадион. Здесь сейчас и будут приветствовать наши зрители. Они у нас любят лыжные гонки, любят Ермила, любят и Большунова. Но вот, к сожалению, напомним, да, дисквалификация для Александра. Завершился этот полуфинал. А Максим Валикжанин, который прошел как лаки-лузер по лучшему времени в полуфинал, сейчас уверенно лидирует, не подпускает, не дает сейчас Ермилу Вокуеву себя обогнать. И здесь стадион проходит уверенно лидируя. Довольно плотная группа спортсменов сейчас прошла стадион, выходит на небольшой поворот, и после которого будет длинный пологий спуск с прекрасной для разгона прямой. Ну, Вокуев держится сейчас за Валикжанином, довольно уверенная позиция, можно обогнать, можно на финише или на решающем подъеме. Или даже вот здесь напрямую Вокуев обходит Валикжанина, обошел просто как стоячего, опытнейшего спортсмена, участника Олимпийских игр, чемпионата мира Ермил Вокуев. Просто на одном шаге просто опередил. Ну, конечно, еще нужно отработать решающий подъем, решающую прямую. Посмотрим, получится ли Вокуеву удержать это преимущество. 3-й стартовый номер мы видим, поднимается сейчас первым в этот подъем. Выходит на финишную прямую, далее за ним 19-й номер Николай Марилов, Тюменская область, 25-й номер Кирилл Вичужанин, Удмуртия. Ну, Вокуева здесь уже, мне кажется, не догонит никто из них, а вот за второе место это будет борьба. Вот 19 с 25-м, ну надо 25-м Кириллу Вичужанину прибавить, иначе Марилов, ну Вокуев уже просто финиширует стоя, и Марилов тоже за ним уверенно вторым. А вот Кирилл Вичужанин из Удмуртии сможет ли пройти в решающий финальный забег, покажет только секунды. Ну и вот у нас сейчас принесли стартовый протокол женского финала, который буквально через считанные минуты стартует. Наталья Непряева, Москва, первый стартовый номер, Татьяна Алешина, 3-й, Тюменская область, Наталья Матвеева, Москва, номер 2, Полина Некрасова, Санкт-Петербург, номер 26, Евгения Соболя, номер 9, Новосибирск, и Ольга Репницына, номер 6, Тюменская область. Да, ошибочно я заносил до этого в полуфинал Евгению Шаповалову из Ханты-Мансийска, но не прошла она туда. Ну, сейчас финал мужской оглашают. Ну,
Все мы ожидали, наверное, в мужском финале увидеть дуэль Сергея Устюгова, Александра Большунова, может быть, еще и Алексея Петухова, но, видите, Алексей Петухов упал в своем четвертьфинале. Александр Большунов в полуфинале совершил фальстарт и был дисквалифицирован. Ну и у Сергея Устюгова, в принципе, все карты в руки Сергею. Дорога практически, ну, не то чтобы расчищенная, конечно, есть соперники, есть ребята, которые не согласятся с нами, скажут, мы должны победить. Но Сергей Устюгов выглядит безоговорочным фаворитом этого финала. Ну, а у женщин, да, здесь у женщин, конечно, есть и Непряева, и Алешина, и Матвеева. Ну, в принципе, вот 3 человека, которые выиграли пролог, 3 человека, которые показали лучшие результаты и в прологе, и в своих четвертьфиналах, и в полуфиналах были хороши. Да, то есть Алешина выиграла забег, Непряева выиграла забег, и Матвеева чуть-чуть на финише уступила Алешина. И вот, наверное, между этой тройкой и разыграется комплект медалей. Ну, хочется верить, что и другие спортсменки поборются, и наш прогноз не подтвердится. Ну, нам остается только ждать, надеяться и верить. И буквально считанные минуты мы узнаем, во-первых, правы ли мы оказались, ну и во-вторых, узнаем имя первого чемпиона, а точнее чемпионки чемпионата России по лыжным гонкам 2018 года. Ну, если подводить итоги еще мужских финалов, то для хозяев соревнований главное, что в решающий забег прошел Еремил Вокуев, спортсмен из Ижмы, по 3-м стартовым номером. Ну, видно, что Еремил в хорошей форме, довольно так он легко опередил Валикжанина напрямую. Я думаю, что Максим Валикжанин в лучшие свои годы, конечно, такого бы не позволил молодому спортсмену. Но здесь уже другой разговор, и здесь Еремил в хорошей форме, здесь Еремил рвется все-таки к подиуму, и мы надеемся, что мы его увидим. Финал у женщин, к сожалению, без представителей Республики Коми, но и объективно было тяжело бороться нашим спортсменкам с опытнейшими соперницами. Ну, давайте. Ждем. Татьяна Алешина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева. Считанные минуты, наверное, уже секунды уже остаются до старта женского финала. Небольшая пауза у нас возникла. Но мы пока смотрим стартовые протоколы и итоговые протоколы полуфиналов. Кстати, вот, да, по итогам полуфиналов у нас Анастасия Власова в Республике Коми стала только 5-й в своем полуфинальном забеге. Да, 5-е место, наверное, не то, что мы ожидали от Анастасии, но что поделать, ничего уже тут не изменить. А лучший результат в полуфинале показала Татьяна Алешина. 3 минуты 15 секунд 27 сотых. Тут, в принципе, 4 спортсменки из второго полуфинала финишировали у девушек быстрее, чем Наталья Непряева из первого полуфинала. Довольно любопытные цифры, довольно любопытная статистика. Это показывает то, что все-таки второй полуфинал был намного быстрее. Ну вот, наконец-то у нас выходят спортсменки на женский финал. Все внимание все-таки Натальи Матвеевой и Натальи Непряевой. Да? Ну, здесь судья-информатор представляет.
Вот готовы у нас девушки к старту. Вот не дай бог будет еще один фальстарт. Как бы уже в полуфинал мужской уже лишился из-за этого Александра Большунова. Вот, а вот у женщин все-таки не хотелось бы, чтобы еще было что-нибудь такое подобное. Вот, так что, ну, все внимание на Наталью Матвееву, на Наталью Непряеву, обе известные спортсменки. Вот стартовала, слава богу, без всяких происшествий, решающая гонка у девушек. Наталья Матвеева, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель, призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам, чемпионка мира, поторопился даже, серебряный призер чемпионата мира 2017 года в командном спринте. Медаль завоевалась Юлией Белоруковой. 18 подиумов у Натальи на этапах Кубка мира. Ну и, конечно же, Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, мастер спорта России. Также участница Олимпийских игр 2018 года, простите, она же заслуженный мастер спорта. Также бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года в эстафете вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской. Это Наталья Непряева. Все внимание сейчас на дистанцию. Там у нас уже прошли самый решающий такой первый поворот девчонки. Второй, третий номер у нас впереди. Это как раз Матвеева и Татьяна Алешина. Да, вот здесь Непряева чуть-чуть отстает от двух лидеров, от дуэта. Ну, посмотрим еще. Есть возможность. Вот выходит у нас все-таки Непряева. Подходит вперед, обходит уже непосредственно, выходит на вторую позицию. И вот у нас опять пара Непряева, Матвеева, точнее Матвеева, Непряева. В таком порядке девушки выходят на стадион, проходят поворот на стадионе. Сейчас перед трибунами пробегают. Здесь довольно плотная группа, бегут спортсменки. Второй номер, первый номер, третий номер. Вот они, девушки, которые выиграли пролог. Здесь неподалеку Евгения Соболева, Новосибирская область. И уже отстают, видя небольшой промежуток между четверкой и двумя спортсменками, между Полиной Некрасовой и Евгенией Соболевой из Новосибирска. Посмотрим, сможет ли все-таки навязать Ольга Репницына, это номер 6 из Тюменской области, борьбу тройки лидеров. Или все-таки, как мы и говорили, Непряева, Алешина, Матвеева разыграют между собой первый комплект медалей. Но здесь мы видим, на этом спуске есть уже небольшой интервал и между тройкой, и между четвертым местом, да. И вот сейчас уже обходит Наталья Матвеева, Непряеву. Здесь небольшой ангар нам мешает. Но прическу Матвеевой, прическу Непряевой мы ни с кем не спутаем, да. И выходит Непряева на первое место, за ней Матвеева, за ней, получается, Соболева, и вот уже Алешина отстает чуть-чуть, да, есть небольшой просвет между Алешиной, Татьяной и Евгенией Соболевой. Есть вот возможность на этом повороте, на этом подъеме ликвидировать, но здесь пока не до разборок за третье место, здесь у нас Наталья Непряева выигрывает уверенно и этот финал. Довольно в гордом одиночестве она финишировала во всех забегах сегодня и в финале тоже заслуженно, уверенно побеждает. Ну, можно поздравить Наталью Непряеву, представителя Москвы, с победой. Триумфально она скидывает руки, а нам дальше-то Наталья Матвеева вторая. А вот кто третьим-то стал? Вот вопрос. Евгения Соболева, третье место. Елена Соболева, несколько раз я Евгению назвал. Елена Соболева, Новосибирская область. Переволновались даже все. Даже комментаторы тоже волнуются, поверьте. Ну, что можно поздравить? Наталью Непряеву с золотом, Наталью Матвееву с серебром и Елену Соболеву с бронзовой медалью. Ну и Татьяна Алешина, Тюменская область, на самом финише не хватило и чуть-чуть, чтобы побороться с Еленой Соболевой за бронзовые медали. Наверное, обидно. Да? Четвертое место это всегда обидно, тем более на чемпионатах такого уровня. Ну, а мы ждем сейчас финальный забег у мужчин. В финальном забеге у нас у мужчин участвует это Сергей Устюгов, номер 1, Ханты-Мансийский автономный округ,
Ермил Вокуев, Республика Коми. Иван Якимушкин, номер 10, Тюменская область. Николай Марилов, номер 19, Тюменская область. Глеб Ретивых, номер 6, Тюменская область. И Андрей Собакарев, номер 27, Новосибирск. Вот в полуфинале, получается, первый забег, в котором был Сергей Устюгов, оказался намного быстрее второго полуфинального, вопреки ожиданиям. Да? Сергей Устюгов снова протащил за собой финальный забег и Ретивых, и Собакарева. А Андрей Парфенов, например, в первом забеге, ставший только пятым, со своим временем был во втором полуфинале вторым. Но это, конечно, условности, потому что бежал бы Андрей Парфенов во втором забеге, все могло сложиться иначе для него. Да? Может, и скорость была другая, и результат мог быть иной. Остается только констатировать то, что Андрей остался вне числа участников финала, а вот третий и четвертый спортсмены из первого полуфинала в нем. И опять такая солидная бригада из Тюменской области, сразу 3 спортсмена снова здесь, преследующие Сергея Устюгова. Да, и Иван Якимушкин преследует его с четвертьфинала. Ретивых, Собакарев, получается, с ним бежали в полуфинале. Так что будет у них шанс у каждого из них взять реванш за минимальные такие поражения в квалификационных отборочных раундах, скажем так. Но, конечно же, я думаю, что серьезной конкуренции Сергею Устюгову должен оказать прежде всего Ермил Вокуев. По крайней мере, по той форме, по той скорости, которую он показал в своем полуфинале. Ну и в четвертьфинале, в принципе, тоже. 2 минуты остается до старта мужского финала. Очень, конечно, хочется увидеть борьбу на финише здесь. Пока что борьба на финише, финишная дуэль была, наверное, только в паре забегов, и то за места промежуточные 2, 3, 4. Да? За финал пока что никто, за первое место пока что никто не сражался яростно, упорно и на последних метрах. Я вспоминаю чемпионат 2013 года здесь, в Сыктывкаре, когда обе спринтерские гонки и у женщин, и у мужчин завершились просто драматичным финишем, там, где только фотофиниш определял победителей. А здесь вот сегодня пока что до фотофиниша дело-то и не доходит. Довольно уверенные победы, но вы видели сами, да, как Наталья Непряева, может, в женской части просто всех разорвала, извиняюсь за эпитет, но не оставила никому шансов. И также, в принципе, выглядел Сергей Устюгов по ходу квалификации и даже позволял себе на финишной прямой отдыхать, пока остальные спортсмены боролись за спасительную путевку в следующий этап соревнований. Все готово у нас к старту полуфинала, к старту, простите, уже мужского финала. Переживает, конечно, сейчас тренерский штаб в том числе и сборной Республики Коми. Понятное дело, что есть реальный шанс начать чемпионат России с медали. Да? Но вся надежда на Ермила. Ну и более чем уверен, что Тюменская область в этом мужском забеге без медали не останется. Конечно, лишний раз охота пожаловаться, что Александр Большунов из-за фальстарта не смог участвовать в этом финале. Вот мы бы, конечно, действительно хотели посмотреть на дуэль Большунова, Устюгова, ну, наверное, все-таки Вокуева. Но здесь вот как раз показывает нам, как спортсмены выходят на стартовый городок. Здесь они укутаны теплыми одеялами были. И вот овации для Сергея Устюгова. Еще больше оваций для Вокуева. Ну, для остальных спортсменов, как мы уже с вами не раз отмечали, встречают не так интересно, не так мощно, как
Устюгова и Вокуева, ну, Большунова, да, еще также встречали. Ну и эту мини-дуэль в аплодисментах Ермил Вокуев выиграл, наверное, у всех спортсменов сегодняшнего дня. Никого так ярко и тепло не встречали, как иженца. По аплодисментам Ермил сегодня чемпион. Посмотрим, станет ли он чемпионом или хотя бы призером на дистанции. Здесь без фальстарта все обошлось. Даже показалось, что чуть-чуть задержались и Вокуев, и Устюгов. Ну, вот видно, да, что даже Устюгов поэтому оказался где-то на 5-6, сейчас на 6 позиции идет. Прежде всего, решил Сергей, видимо, не рисковать, памятуя от дисквалификации Большунова. Все, больше последний раз говорим о дисквалификации. Вот, и Устюгов решил, видимо, не рисковать действительно и уже по ходу дистанции отыгрывать себе первое место. Посмотрим, как это получится. Спринт все-таки довольно короткая дистанция. Здесь первый поворот. Здесь у нас лидирует Николай Марилов, Тюменская область, 19 номер стартовый. И вот рядом с ним как раз есть Сергей Устюгов и Ермил Вокуев. Все ребята известные спринтеры, известные финишеры. И вот здесь, смотрим, Сергей Устюгов уже отрабатывает, уже рвется на стадионе, хочет сделать небольшой отрыв, увидел, что Почин его поддерживает и решил скорость, наверное, немножко сбавить, опытнейший мастер. И здесь 10 номер рядом идет с Устюговым, это Иван Якимушкин. И Якимушкин снова навязывает борьбу Устюгову, говорит то, что хочет все-таки взять реванш за поражение в четвертьфинале и в полуфинале. Вокуеву нужно держаться, либо держаться за Якимушкина, либо попытаться опередить Ивана напрямую, как это сделал он в полуфинале с Валикжаниным. А мы видим, что Устюгов-то уже просвет хороший сделал. Ой, прекрасно бежит Сергей. Я думаю, если чудо не произойдет, Сергей Устюгов в гордом одиночестве может финишировать. Даром, что без флага Тюменской, без флага Ханты-Мансийского автономного округа. Да. Очень уверенно. Такая мощная дистанция между ним, между вторым и третьим местом. Там за второе борются Якимушкин и Вокуев. Ну, здесь... И вот завал, и падает, и Вокуев, и... Как так-то? И вот Марилов выходит на вторую позицию, 19 номер, и 6 номер Глеб Ретивых. И мы видим без медалей сегодня Республика Коми, да, без медалей. Все из-за этого завала, который попал Якимушкин с Вокуевым. Шли вторым, третьим, и все. Ну, Устюгов довольно уверенно финиширует первым, как мы и говорили. Не получилось навязать дуэль, навязать борьбу Сергею ни у кого из спортсменов. Ну вот, а Якимушкин, да, это не Якимушкин с Вокуевым завалился, да, это Якимушкин-то как раз вторым и финишировал. А третьим Глеб Ретивых, Тюменская область. Да, очень обидные результаты сегодняшнего спринта для болельщиков Республики Коми, но зато положительные для болельщиков Ханты-Мансийского автономного округа и для личных фанатов Сергея Устюгова. Их на трибунах тут действительно очень много. Ну, что остается делать? Поздравить Сергея Устюгова с заслуженным первым местом. Чемпионом России становится Сергей. Прекрасная гонка, прекрасное прохождение дистанции во всех квалификационных забегах, в том числе и в прологе. Заслуженный чемпион, без вариантов. Поздравить со вторым местом Ивана Якимушкина, ну и с третьим местом Глеба Ретивых. Увидимся, видимо, уже завтра. Завтра трансляция в 10:50 на сайте БНК. До встречи и до будущих побед.